Нет, у меня трансляция не идет, я не могу включить камеру. Добрый день, уважаемые коллеги. Я прошу прощения, у нас были технические неполадки. Рада приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на вебинаре, посвященном Дню государственного флага Российской Федерации. Итак, сегодня в рамках вебинара мы рассмотрим вопросы истории российского триколора и значения праздника, использование государственной символики в процессе гражданско-патриотического воспитания обучающихся и значение проведения мероприятий, посвященных Дню государственного флага России, формирование ценностного отношения к государственным символам. Итак, коллеги, если в течение вебинара у вас будут появляться вопросы, вы можете задавать их сразу в чате. Итак, ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента от 20 августа 1994 года о Дне государственного флага Российской Федерации. В этот день, в 1991 году, Верховный Совет РСФСР принял постановление об официальном признании и использовании национального флага РСФСР, которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России, полотнище из равновеликих горизонтальных полос белой, лазоревой, алой, официальным национальным флагом Российской Федерации. И немного об истории российского флага. Российский триколор имеет более 300-летнюю историю. Государственный флаг России появился на рубеже 17-18 веков в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-синий красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Но у исследователей нет единого мнения о том, в какой последовательности были расположены цвета. Законным же отцом триколора является Петр I. Все мы знаем об увлечении Петра мореплаванием, кораблестроением, военным делом. И поскольку флаги и знамена были в первую очередь военным и мореплавательским атрибутом, они быстро попали в поле зрения Петра. И когда Петр, будучи в Архангельске, впервые оказался у моря, он заметил флаги заграничных кораблей, стоявших в то время в порту. Немецкие, голландские, английские знамена отличались от тех, что были использованы на Руси. Они были яркими и не содержали никаких изображений и титулов. И 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых и всяких судах должны поднимать бело-синий красный флаг, сам начертил образец и определил порядок горизонтальных полос. В дальнейшие приезды царя к морю он плавал под этим трехцветным флагом, привычных для нас цветов, при этом на синем поле был изображен герб. И вот мы видим фрагмент данного флага на презентации. Флаг этот сохранился, он находится в Центральном военно-морском музее и является самым старым из сохранившихся российских триколоров. Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры.
Начало же применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с открытиями географическими русских мореплавателей. До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, а государственный бело-синий-красный флаг – новое владение России. После Петра I в русской армии стали распространяться золотые или оранжевые и черные цвета, которые постепенно начали приобретать роль государственных. Указом императора Александра II от 23 июня 1858 года был введен черно-желто-белый флаг как официальный флаг Российской империи. Вот мы тоже видим картиночку в презентации. В то же время не было прекращено использование и бело-голубого Андреевского стяга, и привычного нам триколора на торговых судах. Такое разнообразие приводило к путанице, люди не понимали, какое из знамен поднимать, каким украшать здания в праздники. Общество было озадачено отсутствием общего народного флага. Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. В этом году, 10 мая, Александр III повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях распорядился использовать бело-синий-красный флаг в качестве государственного флага Российской империи вместо черно-желто-белого. Но, несмотря на это, от черного, желтого и белого цветов на тот момент отказались еще не полностью. И официально бело-синий-красный флаг был утвержден как государственный флаг только накануне коронации Николая II в 1896 году. Три цвета флага, которые стали национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий цвет – Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый цвет – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. После переворота 1917 года на долгое время трехцветный стяг был забыт. Новые власти объявили государственным красное знамя, символ свободы и коммунистической борьбы. Это было узаконено в первой Конституции РСФСР в 1918 году. И в 1991 году чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа постановила считать официальным символом России триколор. Указом президента от 11 декабря 1993 года было утверждено положение о государственном флаге Российской Федерации. 25 декабря 2000 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. В соответствии с законом государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхней белого, средней синего и нижней красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2 к 3. И немного о значении цветов триколора. Как я уже сказала, во время правления Николая II, который велел использовать трехцветный флаг во всех соответствующих мероприятиях, считалось, что цвета эти происходят из народной жизни и близки к цветам народных костюмов. Также существовало официальное объяснение, что красный цвет олицетворяет державу, синий – Богоматерь и белый – свободу и независимость страны. В наше же время есть множество трактовок обозначения цветов флага. Наиболее универсальная, но неофициальная трактовка использования именно этих цветов такова, мы видим тоже на экране. Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. Синий цвет веры и верности, постоянства. Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. Ну, а сейчас я бы хотела показать вам небольшой видеоролик как раз об истории флага, который был подготовлен Институтом воспитания, который тоже можно использовать при проведении мероприятий ко Дню флага.
В древности знамена были признаком свободы государства и символом национальной чести. Ни для кого не секрет, что знамя любой страны – ее святыня и гордость, поэтому носить флаги могли только избранные воины. А еще у каждого флага есть собственная история. У флага России она насчитывает уже больше 300 лет. Флаг России – это полотно трех цветов – белого, синего и красного. Сначала его поднимали на военных кораблях, позднее по указу Петра I и на торговых судах, а официально утвердили гораздо позже, в 1896 году. В современной истории триколор вновь стал флагом России в 1991 году. Через 3 года этот день официально стал праздником. С тех пор каждый год 22 августа мы отмечаем День флага России. Обычно праздник начинается с поднятия флага под гимн России. В этот день главного виновника торжества можно увидеть повсюду. В руках у празднующих, над зданиями всех госучреждений. Во всех регионах проходят шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто, вело и мотопробеги, флешмобы, конкурсы и концерты. И у всех них одна цель – выразить уважение России и ее государственным символам. Так, ну и далее. Государственным символом, к которым относятся государственный флаг, герб и гимн, является консолидирующей основой формирования общероссийской гражданской идентичности, является неотъемлемой составной частью образовательного процесса и включается в изучение на всех уровнях образования при реализации основных и дополнительных образовательных программ и программ воспитания. И мы переходим к вопросу использования и изучения государственной символики в процессе гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Коллеги, я напомню, что с 1 мая этого года все образовательные организации должны ввести в свою деятельность изучение истории государственных символов России и организовать церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации. И Министерством просвещения России с учетом рекомендаций Геральдического совета при президенте Российской Федерации были разработаны методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации. Мы с этими методическими рекомендациями ознакомливали вас. В дополнение к данным методическим рекомендациям был разработан стандарт церемонии поднятия и спуска государственного флага Российской Федерации. И вот с данным стандартом мы сегодня подробно с вами ознакомимся. Но сначала я предлагаю познакомиться с федеральными конституционными и нормативными правовыми актами, регламентирующими изучение и использование государственных символов. Мы их видим с вами на экране. Итак, давайте обратимся к стандарту церемонии поднятия и спуска государственного флага Российской Федерации. Итак, где же должны размещаться государственные символы в образовательной организации? Что нам говорит стандарт? Государственные символы Российской Федерации могут быть включены в общественные пространства образовательных организаций, холлы, рекреации, входные группы, учебные кабинеты, библиотеки, актовые залы, административные помещения. При создании и зонировании мест размещения государственных символов в образовательной организации необходимо обеспечить эстетичность и доступность помещения для детей и молодежи, освещенность и чистоту, пространственные характеристики помещения. Итак, порядок проведения церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации. Очень много вопросов возникает по этому поводу и порядку размещения флага. Я предлагаю подробнее на этом остановиться. Итак, подъем государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, то есть еженедельно. Местом проведения церемонии оно определяется по решению образовательной организации. Это может быть площадка перед образовательной организацией, может быть актовый зал или спортивный зал, может быть холл.
Определяется место климатическими и широтными условиями, конструктивными особенностями здания и спецификой образовательной организации. В осенне-зимний период рекомендовано проведение церемонии в помещении, в весенне-летний период на открытой площадке. Также администрация образовательной организации вправе определять категорию участников церемонии самостоятельно. То есть не обязательно присутствие всех обучающихся образовательной организации, достаточно, например, учащихся одной параллели классов. В то же время в классах, которые не принимают участие в официальной церемонии, на первом учебном занятии или уроке, в день проведения церемонии, это в понедельник, да, как правило, преподаватели информируют о составе знаменной группы, оглашают календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю. Рекомендуется исполнение краткой версии. Краткая версия – это куплет и припев государственного гимна Российской Федерации. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням истории, рекомендовано общее торжественное построение образовательной организации. Церемонии поднятия и спуска флага руководит ответственное лицо, определенное администрацией образовательной организации. Построение на церемонию осуществляется с учетом конструктивных особенностей места проведения. Для проведения церемонии формируется знаменная группа, которая состоит из знаменосца и ассистентов. Количество ассистентов определяется условиями поднятия государственного флага Российской Федерации. При поднятии государственного флага Российской Федерации на флагшток 4 ассистента и при использовании флага на древке 2 ассистента. В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения. Итак, церемония поднятия государственного флага Российской Федерации. Перед началом церемонии знаменной группе выдается государственный флаг для подготовки к церемонии выноса и подъема. Руководитель церемонии оглашает участникам, кому и почему предоставлено право нести или поднимать государственный флаг. В начале церемонии руководитель дает команду для построения. Внимание! Под государственный флаг Российской Федерации смирно флаг нести. Знаменная группа выносит государственный флаг. Образовательная организация вправе сопроводить вынос государственного флага Российской Федерации маршем. Важно, чтобы знаменная группа в это время выдержала шаг в ногу, что предусматривает определенные тренировки для знаменной группы перед осуществлением данной церемонии. Далее знаменная группа останавливается у флагштока. При использовании флага на древке у места остановки флага разворачивается по команде направо и встает по стойке смирно лицом к участникам церемонии. Руководитель церемонии озвучивает команду «флаг поднять», если флаг поднимают на флагшток, или команду «флаг установить», если флаг устанавливают на подставке. Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к флагштоку и быстро поднимается. Существует традиция подъема государственного флага, государственный флаг Российской Федерации взлетает. При использовании флага на древке он устанавливается в особую подставку. Поднятие государственного флага Российской Федерации сопровождается исполнением государственного гимна. При этом все присутствующие на церемонии стоят по стойке смирно. После поднятия флага или установки на особую подставку знаменная группа встает по стойке смирно к лицом участникам церемонии. По завершении процедуры поднятия государственного флага руководитель церемонии произносит команду «Вольно». Далее церемония может продолжиться информационным блоком, определяемым конкретными условиями образовательной организации. Например, может оглашаться календарь памятных дат на следующую неделю. В торжественных случаях церемония может включать исполнение художественных и литературных произведений, выступления приглашенных гостей. После завершения церемонии дается команда налево, и все участники последовательно вслед за руководителем церемонии покидают место проведения. Это все, что касается церемонии поднятия флага. Теперь по церемонии спуска государственного флага.
Итак, церемония спуска государственного флага осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока или занятия. В церемонии спуска государственного флага участвует знаменная группа и представители администрации образовательной организации. Также в церемонии спуска государственного флага могут принять участие те учащиеся, которые в следующую неделю будут включены в состав знаменной группы. Итак, руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску государственного флага Российской Федерации. Внимание, флаг спустить. Знаменосец приступает к спуску государственного флага или его выносу, если государственный флаг расположен на древке. Существует традиция медленного спуска. Если при поднятии флаг взлетает, то при спуске государственного флага флаг медленно спускается. Знаменная группа, если он используется, конечно, на флагштоке, если флаг расположен на древке, знаменная группа выносит его маршем нога в ногу и передает дежурному для доставки в место хранения. Государственный флаг Российской Федерации хранится в образовательной организации в специально отведенном для него месте. Помещение, в котором оно располагается, должно иметь надлежащие условия для хранения. Это может быть школьный музей, учительская или кабинет директора. В организациях отдыха детей и их оздоровления также рекомендуется еженедельное поднятие и спуск государственного флага Российской Федерации. Поднятие осуществляется при церемонии открытия смены, открытия профильных фестивалей, спортивных соревнований, дней единых действий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и особо значимым датам. Спуск при церемонии закрытия смены, закрытия профильных фестивалей, спортивных соревнований, окончании дней единых действий. Поднятие и спуск флага обучающимся, добившимся выдающихся результатов учебной, научной, спортивной и творческой и иной деятельности. Ну и я предлагаю перейти к порядку размещения государственного флага Российской Федерации. Итак, при одновременном подъеме или размещении государственного флага Российской Федерации и флага субъекта, муниципального образования, общественного объединения либо организации, флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом. То есть, если у нас два флагштока, флаг Российской Федерации располагается слева от другого флага. При одновременном подъеме или размещении нечетного числа флагов государственный флаг Российской Федерации располагается всегда в центре. А при подъеме размещении четного числа флагов, но более двух, левее центра. Вот мы все это видим в презентации. При одновременном подъеме или размещении государственного флага Российской Федерации и других флагов размер других флагов не может превышать размер государственного флага Российской Федерации, а высота подъема не может быть меньше высоты подъема других флагов. В дни траура в верхней части древка государственного флага Российской Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на флагштоке, приспускается до половины высоты флагштока. Мы тоже это видим в презентации. Итак, использование государственных символов в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления должно отвечать приоритетным задачам воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигов героев Отечества, закону и правопорядку. Государственные символы должны восприниматься обучающимися как ценность, иметь личностное значение для восприятия собственной принадлежности к государству и обществу. В образовательных организациях не реже одного раза в год рекомендуется проведение урока по изучению государственных символов Российской Федерации.
Изучение государственных символов рекомендуется осуществлять в рамках календарного плана воспитательной работы, особое внимание уделив празднованию следующих государственных праздников. Вот мы их видим на экране. Это День России, День государственного флага Российской Федерации, День государственного герба Российской Федерации и День Конституции и День утверждения Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года о государственном флаге, о государственном гербе и о государственном гимне Российской Федерации. Традиционно в образовательных организациях отмечаются такие праздничные даты, как День знаний, День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, праздник весны и труда, День Победы и региональные праздничные дни. Вот совсем скоро у нас состоится День нашей республики. И в организациях отдыха детей и оздоровления также отмечаются такие праздничные даты, как День защиты детей, День русского языка, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День физкультурника, День государственного флага России, День российского кино. В дни празднования указанных государственных праздников, а также при проведении торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов, а также в рамках летней оздоровительной кампании рекомендуется исполнение государственного гимна, краткой или полной его версии, и поднятие государственного флага Российской Федерации. Установка ориентации на ценности и уважение государственных символов, знакомство на классных часах с правилами использования в школе, обществе, специально или в контексте рассмотрения различных вопросов воспитания и обучения, соблюдение российского закона, в частности, ответственности за нарушение в использовании, порча государственных символов России способствует формированию нравственных качеств и гражданской идентичности обучающихся. Ну и в заключение, коллеги, я бы хотела сделать небольшой анонс всероссийской акции, организованной Российским движением школьников ко Дню государственного флага России. В этом году акция пройдет в двух форматах. Я бы хотела показать небольшой видеоролик с подробностями о данной акции. Российское движение школьников организует всероссийскую акцию к Дню государственного флага. Участвовать в проекте могут дети старше 8 лет, родители и педагоги. Присоединиться к мероприятию можно в двух форматах. Первый – отправиться на прогулку в парк на роликовых коньках, самокатах, скейтбордах или велосипедах в одежде цветов российского триколора. Это белый, синий и красный. Также можно взять с собой полотно триколора. Второй формат более творческий. Предлагается сделать браслет или узор на футболке, толстовке или джинсовке с использованием белого, синего и красного цветов. Свое участие в мероприятии нужно запечатлеть на фото или видео. Материалы с хэштегами проекта опубликуй на своей страничке или в профиле родителей ВКонтакте. Кроме того, для участия в мероприятии зарегистрируйся на сайте РДШ, заполни и загрузи в личный кабинет согласие на обработку персональных данных, а также подай заявку на странице акции. Обрати внимание, что ребята от 8 до 17 лет могут присоединиться к мероприятию только с согласия родителей или законных представителей. Акция проводится до 22 августа. Именно в эту дату отмечают День государственного флага Российской Федерации. Ну и предлагаю вашему вниманию также литературу по государственным символам России. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Так, вопросов нет. Тогда я заканчиваю данный вебинар. Поздравляю с наступающими праздниками, с Днем государственного флага Российской Федерации, с Днем Республики. Всего доброго, коллеги, до свидания.